Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш эфир. Противоаварийные и археологические работы в башенном комплексе Вовнушки и древнем храме Тхабаерды начались. С замиранием сердца пользователи социальных сетей наблюдали, как заворачивали и выносили из храма исторически значимые предметы, что изменится в главных достопримечательностях Горной Ингушетии. И когда мы увидим результат работы, на эти вопросы ответит Ахметхан Сампиев, исполняющий обязанности директора Жайраска-Асинского музея-заповедника, и Тамерлан Кадзоев, председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Совсем недавно, в августе, вы провели инспекционную поездку к древнейшему храму Тхабаерды и башенному комплексу Вовнушки. Как вы оцениваете состояние этих объектов и вообще какая работа здесь проделана? Этим комплексом мы не раз проводим инспекционные поездки. Это вы просто озвучили. Одну из озвучили, а так мы часто выезжаем. Как раз председатель комитета по культурному наследию Тамерлан Кадзоев, часто выезжаем туда, проверяем, в каком состоянии находится. Это вообще даже приятно говорить об этих объектах, потому что это как бы визитная карточка Горной Ингушетии. Эти два объекта находятся постоянно в пристальном внимании и среди наших жителей, и туристы, которые приезжают. Они в очень доступном месте находятся, и легко к ним подъехать. И значимость этих объектов очень велико не только для нашей республики, но для всей страны, потому что это один из древнейших храмов на всей территории страны. А в Вовнушке мы знаем, насколько это шедевр архитектурного зодчества. Ну да, один из самых узнаваемых символов Ингушетии. Центральный государственный исторический архив Грузии передал историкам АСМ Групп уникальный документальный фильм о храме Тхабаерды, снятый еще до реставрации в советском периоде. Вот, давайте сейчас взглянем и после продолжим нашу беседу. Селен, из которого происходит несколько фамилий ингушских. Но к тому времени, когда я попал в Таргимскую котловину, она у нас называется не Таргимская котловина, по-народному называется Дорпе. Там был у нас храм, древний храм, он и сейчас стоит, это Тхабаерды. Целый алтарь был. Вот. И на этом алтаре, когда садились, молились, когда еще были христианами, молились там, туда садились Евлоевы, фамилия Евлоевы. Евлоевы жили в селении Юл, там недалеко есть селение Юл. Считалось, что они выходцы из Грузии. Тхабаерды кладка великолепная, как во всех церквях в Грузии сделана. И там даже фигуры есть, привезли оттуда. Это, говорят, барзахи, там такое есть вода Мулов, речка Мулов. По этой речке Мулов, на Мулах из Грузии привозили эти камни, которые украшали Тхабаерды храм. И вот эти камни, привезенные из Грузии, ими выложили, скульптурные эти камни. Действительно, это впечатляет, особенно когда ты можешь посмотреть до еще советской реставрации храм Тхабаерды, насколько помогают вот сейчас такие находки, такие фото и видеоматериалы в работе по сохранению данных объектов культурного наследия. Объект культурного наследия федерального значения храм Тхабаерды – уникальный объект, которого, пожалуй, в России, скажем, единицы. Он имеет огромное значение. Группой ученых, грузинских ученых в 1969-1971 годах была проведена реставрация этого объекта.
Спасибо им огромное за это. Они, можно сказать, сохранили этот объект. Но, к сожалению, на сегодня храм находится в аварийном состоянии. В настоящее время там на храме начались работы. Первый этап – это укрепление стен здания с наружной и с внутренней сторон для предотвращения аварийных ситуаций. Эта работа сегодня продолжается. После укрепления будут производиться археологические исследования. Ранее археология не была проведена внутри самого храма. На территории храма недавно у нас в прошлом году проводились подобные работы, и были обнаружены 3 объекта археологического наследия. Хайрахское городище, номер 1, 2 и Хайрахский могильник. Если успеют установить эти конструкции, то, если получится, то в этом году начнутся археологические работы. После археологии будет там масштабные реставрационные работы. То есть будут восстанавливаться все стены, меняться крыша и так далее. Особую тревогу в храме вызывает стены, особенно южная стена. Ну, принципиально важной задачей на сегодня является сохранить этот объект. У нас в музее краеведения, там визуально видно, что на храме недостают многие элементы. В нашем музее краеведения находится около 50 предметов с этого храма, которые будут использоваться при реставрации. Кроме того, ранее, когда была бытность Чечено-Ингушетии, в музее краеведения Чечено-Ингушетии тоже фрагменты с фасадной части храма находились в этом музее. Ну, есть принципиально решен принципиальный вопрос о возврате этих фрагментов с фасадной части храма. Тоже будут использоваться при реставрации. Когда вот запланировано? Я просто еще хотел добавить к этому, что вот мы недавно ездили и с храма Тхабаерды отвезли, которые находились внутри помещения, крест и чашу, которые мы отвезли, и музей краеведения имени Тугана Мацага туда передали на временное хранение, пока будут проводиться вот эти реставрационные работы, чтобы не было никакого ущерба этим артефактам. То есть культурные ценности да, пока мы переданы? спокойно, постоянно, то, что там проходят вот эти работы, мы постоянно, вот они у нас на внимании находятся и в постоянном контроле. Самый главный контроль – это общественный контроль. Мы планируем, мы готовим научно-практическую конференцию по храму, туда, куда будут приглашены историки, ученые, исследователи с нашей республики, из других регионов. И планируем мы пригласить ныне здравствующего, единственного человека, Гамбашидзе Гиви, который участвовал в реставрации этого храма. Он археолог. Мы планируем его пригласить. Не знаю, позволит ли ему здоровье, он преклонного возраста, 85 лет, по-моему, ему. Мы его как раз приглашали. Вот у нас была конференция, вот как раз это один из самых таких известных историков и археологов нынешних. И поэтому его мнение очень сильно играет для нас. Вот как Темирлан Умажев сказал, что мы будем проводить конференцию, пригласим всех. И в Республике Ингушетия, которые находятся, люди, которые занимались и храмом, и вообще, которые понимают и историю этого объекта, и архитектурное самого состояние этого объекта, как будут проводиться. И поэтому пристальное внимание со всех сторон будет. И вот, как уже отмечалось, что общественный совет
будут не только вот мы проведем конференцию или там какой-то симпозиум этого направления, но и будем часто выезжать вместе с общественным советом и контролировать ход работ этих объектов. Потому что Волнушки и Хабаерды — это эти два объекта, которые на самом деле показывают, это, и по сегодняшний день они являются как бы... Ну, визитная карточка. Да, визитная карточка, но она, это символ всей Ингушетии, красоту и величие ингушской башенной архитектуры. Хотелось бы добавить еще, что Волнушки был финалистом всероссийского конкурса «7 чудес России» в 2008 году. Да, и мы сами называем 8-м чудом света. Да, фактически, да. А потом в 2010 году была выпущена памятная эта монета. И также в 2017 году были выпущены марки. Почтовая открытка, так скажем, была выпущена по Волнушке. Поэтому этот объект, он и пристально внимание не только нашей республики, но и многие, которые специалистов за пределами. А вот чем уникален этот комплекс Волнушки и какое место он занимает в истории республики? Ну, чем уникальный, это любой турист и житель, который подъезжает, он видит, прямо на скалах находятся башенные комплексы. Они как будто взрослись, поэтому даже удивляюсь, насколько тот период имеет такие, ну, это не сегодня, мы сегодня имеем такие технику имеем, чтобы как-то поднять человека. И мы сегодня построить такие объекты фактически нереально. Могут сделать подобие, но тот период, это был вообще уникальный объект. И поэтому на сегодняшний день это удивительные объекты. Мы сегодня удивляемся, как они эти строили. Сама архитектура во многом говорит. Да, действительно, это впечатляет не только туристов, но и нас, которые, наверное, видели и не раз этот башенный комплекс, но все равно. Около этого башенного комплекса еще находятся объекты. Там, например, жилые башни находились, и там находится святилище столпообразное, около, как раз недалеко, ядрообразный мавзолей, есть отдельный склеп, и склеповые могильники есть. Поэтому этот комплекс был в то время обжитый, люди жили в нем. И по преданию между этими двумя, это два отдельных скалообразных вот этих комплекса, по преданию там висел мост. Это подвесной мост был. И было сообщение между двумя башенами. Да, действительно, немало исторических событий, легенд связано с этим местом. Сам комплекс уникальный. Хотел бы сказать, что на архитектурном комплексе в Волнушке тоже начались работы. Пользуясь случаем, хотел бы довести информацию для наших жителей, что мы закрываем доступ к этим двум объектам, комплекс Волнушки и храм Хабаерды. Мы закрываем, мы вынуждены закрыть доступ к этим объектам, так как там проводится работа. И это небезопасно. Определенную работу музей-заповедник сделает, рекламные, информационные щиты там и так далее. Волнушки — это уникальный объект, сложный объект, надо сказать, что он сложный объект. Как сейчас мы ломаем голову, как его делать, как реставрировать, да, как его наши предки... подобраться, да? Да, как наши предки его делали, это как бы... Уму непостижимо, на самом деле. Да. Вы смотрите и думаешь, как могли это сделать? Тем более держится уже столько лет. Конечно, да. Они видели не одно поколение, рассветы и закаты многих поколений. Да. На первоначальном этапе планируется самая главная задача — это усиление скалы. Усиление скалы, туда привозили специалистов в этой области, они осматривали объект, и начнется все с применением архитектурных решений по укреплению самой скалы. Реставрация самих объектов, хотя они находятся высоко, как бы в труднодоступных местах, но это не самое главное.
самое главное — скала. Сохранить скалу, а остальное, как говорится, технически возможно. Это самая главная задача. Да, ну а какие сложности возникают в ходе реставрации? Вот сейчас работы начались уже, я понимаю, с тем, что изначально вы думали, столкнетесь, и с тем, что есть на самом деле сейчас. Были какие-то новые вызовы? В скале много пустот. Эти пустоты надо заполнять. Это надо делать, ну, как хирург, скажем так. Это надо делать деликатно, осторожно. Ну, специалисты думают, специалисты, как говорится, принимают решения. Я думаю, что все будет благополучно. Ну, там задействованы специалисты, одни из лучших в стране, поэтому этот объект, я надеюсь, что будет он качественно отреставрирован, потому что много, конечно, своих нюансов. Там в горах мы знаем, какие погодные условия очень сильно влияют на работу. Поэтому у нас мы не поставили сроки выполнения работы, пока, да, потому что для нас самое главное — это качество работы. Поэтому сроки мы им не ставили, какие-то ограниченные сроки для этих работ. То есть пока неизвестно, когда посетители вновь смогут увидеть эти... Просто если, например, брать храм Тхабаерды, он, например, вот как уже отмечал, в 69-м, 70-х годах был отреставрирован. Тот период реставрации прошла, ну, учитывая те условия, в которых они работали, это была хорошая реставрация, тот период. Но сегодня мы видим, что там много недочетов. Поэтому сейчас там, конечно, надо уже по-другому подходить. И у нас здесь специалисты. И самое главное, чтобы я хотел бы отметить, это храм, ингусский храм. Поэтому и специалисты, которые будут восстанавливать, это местные специалисты и будут восстанавливать этот храм. И это самое главное. Потому что у нас есть свои специалисты и мастера, которые проводили и ранее, и сейчас эти работы. Да, в целом тот же храм Тхабаерды несет очень важную ценность, в культурном и историческую ценность, мне кажется, для нашего региона. И это нужно сохранить, и нужно понимать, что, как вы уже ранее отметили, не стоит пока посещать эти комплексы, смотреть. Ну, говоря о запрете, это нельзя говорить, что это как бы, что туристу или посетителю этих комплексов, что ему категорически нельзя подходить к этому объекту. Ну, скажем так, с определенного расстояния он может там созерцать. Ну, в целях безопасности. Да, делается в целях безопасности, но во внушке, на территории самого объекта заходить нельзя, тем более подниматься туда. Это будет категорически запрещено. Да подниматься вообще нельзя туда, на эти на скалы. Ну, просто ограничим определенное расстояние на территории. Возвращаясь к нашему храму, возникает много вопросов о дате строительства вот этого храма. Да. Мы не можем определенно сказать, бытует мнение ученых, что храм построен в VII веке, но официально он считается 13-14 век. 13-14 век. Ну, мы очень надеемся, что археологические исследования внутри храма прольют свет на многие вопросы. Все-таки мы на это надеемся. Там на территории храма на возвышенности находятся склепы. В самом храме тоже находятся склепы. Они, правда, в 2010 году, по-моему, исследованы, но до конца работа не была проведена. Мы надеемся, что эта работа будет детально, тщательно проведена с нашими ведущими археологами приглашенными. Мы будем тщательно смотреть, тщательно наблюдать и тщательно контролировать эти работы. Ну, действительно предстоит огромный фронт работы. Да, и вот, как говорили, вот вопрос был тоже, будут использоваться какие-нибудь записи или фотоматериалы при реставрации? Конечно, будут. У нас есть
и зарисовки, которые делали ранние исследователи. Поэтому будем стараться максимально, чтобы храм подходил как раз как в своем первоначальном виде. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию, рассказали столько всего интересного. Действительно, предстоит очень много сделать, но мы надеемся, что все задуманное у вас получится реализовать. Бархалде Ярославович, тоже приятно было вот как раз об этих двух объектах поговорить, поэтому мы будем держать в курсе наших жителей, те, которые интересуются. Естественно, вот как раз в социальных сетях у нас постоянно выкладывается информация, поэтому заходите, смотрите, будет побольше информации. Еще дальше мы будем И самое главное, общественный контроль. И общественный контроль, да. Общественный контроль. И мы рады, когда к нам какие-то предложения или какие-то бывают жалобы. Поэтому мы их все, ни одной мы не оставляем без внимания. Ну, действительно, это заметно, даже на ваш можно официальный сайт зайти и сразу увидеть все о проделанной работе и что предстоит. Желаем вам удачи, мы всегда вам рады. Приходите. Бархалде. Плодородная почва, выгодное географическое расположение, использование талой воды для полива и благоприятные климатические условия позволили крупнейшему садоводческому комплексу на Северном Кавказе саду-гиганту Ингушетия громко заявить о себе. Вкусные и сладкие яблоки можно купить практически во всех регионах страны и даже на Дальнем Востоке. Сад-гигант Ингушетия – спонсор эфира Горы Лайф.